А теперь поговорим о том, куда движется или катится наше искусство. Не так давно мы уже обсуждали влияние творчества Моргенштерна на неокрепшие умы нашей молодежи. И пока Алишер возглавляет верхние строчки музыкальных чартов, клоунада продолжается. Теперь уже на театральной сцене. Уже неделю интернет обсуждает громкую премьеру МХАТ имени Горького, на сцене которого появилась поющая ведущая Ольга Бузова. Ну, как поющая, актриса не попала в ноты, но сорвала аншлаг. Билеты были раскуплены задолго до премьеры. Такого МХАТ имени Горького не видел давно. В день спектакля зал был заполнен до отказа, а при поклоне зрители кричали «Браво!». Однако уже после пьеса не удостоилась восторженных отзывов ни общественности, ни критиков. Но поговорим открыто, ведь такое уже было не раз. Приглашенная медийная личность в театре. Прием не новый и до сих пор никого не волнующий. Пока на подмостке не вышла Ольга Бузова, феномен современности. В ней ли дело или в том, что самое страшное уже произошло со всеми нами? Диляра Юсупова продолжит. Касса собрана, зритель тоже, который пришел, вероятно, из любопытства. Ну а вдруг случится нечто, и Ольга шикарно сыграет роль. Но чуда не произошло. Презренны вы в своем богатстве, угля и стали короли. Разве что в зале. На поклоне актриса срывает овации. При этом сама Ольга искренне не понимает, почему ее выход на великую сцену многие считают оскорблением и как минимум неуместным. При этом к Бузовой ни у кого претензий нет. В большей степени критика обрушилась на руководство МХАТ и конкретно худрука Эдуарда Боякова, который смешивает два животрепещущих столпа – Сталина и Бузову. Старый, но рабочий прием. Феноменально глупый или гениально хитрый? Такими средствами зачем добиваться внимания зрителей? Ну, сделайте талантливый спектакль, ведь никто не говорит о спектакле. Все говорят о Бузовой. Во-первых, посредственная пьеса, посредственная режиссура, имидж, хайп – это самое главное. Но это неправильно. Главное – душа, совесть, правда, красота. Ну, а здесь об этом никто не говорит. Все говорят, посмотрите, что она делает. Она кривляется на всех каналах, эта барышня. Она и здесь в спектакле кривляется посредственно. Она никакая не актриса. Она непонятно вообще что. Ну, человек, который может голую эту показать свою заднюю точку. Больше ничего. Чем она еще интересна? Да и на этим-то не интересно. Однако рейтинги это не подтверждают. Но разве вокруг как-то по-другому? Давно ли вы, к примеру, были на поэтическом вечере или фестивале живой музыки? Но, скорее всего, все знаете о звездах ТикТока, той беды, которая давно пришла, где бесполые дети демонстрируют себя под видом свободы, гламура и эпатажа. Там, где система вечных ценностей сменилась на идеологию торгашей, people хавает и просит еще. А значит, молодежь мечтает, ведь для успеха достаточно стать как Бузова, выглядеть как она. Петь. Выключи мозг и Бузову включи. Кривляться. Громко кричать. И чем наглее и демонстративнее, тем интереснее. Человек, который петь не умеет, поет. Человек, который играть не умеет, играет. Человек, который не умеет просто разговаривать, да, говорит. И это куш, но не должно быть. Вот даже не должно быть то, что вы пришли, сейчас это о меня спрашиваете, а вы сами говорите, что это не должно быть, а сами мы накрутили сейчас ей. Говорить о хорошем спектакле, да, хорошем спектакле, говорить там на федеральных каналах, там, ну, неинтересно. Ну, никому не интересно. Ни вам не интересно. А вот то, что там Бузова, да, мы в театр никогда не ходили, и вдруг там Бузова. Как так там Бузова?
Да все плевать хотели на театр, а здесь вдруг это... Думаете, с чем это связано? А связано то, что вот мы с вами же также туда вместе, куда нас хотели опустить. Нас туда опустили, и мы сейчас это сидим обсуждаем. На нашем эксперименте мы заработали 0 рублей. Эти деньги собраны вот этим талантливым музыкантом. Может, просто потому, что Бузова-то не настоящая. Подделка, как и то, что сегодня подается под видом современного искусства. Есть ли грань между новым прочтением и бездарностью? Быть может, это просто смелое решение, а художник имеет право на эксперимент. Бузова же не виновата в том, что она вот такая, простушка, ставшая звездой. Еще раз говорю, ее ведет толпа. Она девушка из народа. Это всегда очень... Она как Юрий Гагарин наших дней. Поэтому я не очень понимаю, почему, собственно, такая агрессия. Этот театр пробил дно еще при Татьяне Васильевне Дорониной. Там все прекрасно. Там сценарист прекрасный, который все это написал. Там режиссер прекрасный совершенно, Сатиряде. Там негде ставить не на ком пробу. Ни на Эдуарде, ни на Прилепине. И там Бузова самый приличный человек, понимаете, во всей этой компании. А за ней нет никаких грехов. Кроме того, что она бездарна. Но еще раз говорю, это же вопрос не наш с вами. Мы это можем принимать, не принимать, нам это может быть интересно или неинтересно. Мне это даже как социальное явление неинтересно, уж тем более как культурное. Можно ли назвать постановку МХАТа синонимом полного падения? И дело ведь не в профессионализме. Непрофессиональных актеров на сцене достаточно. К примеру, Олег Ивенко. Профессиональный артист балета, но не профессиональный актер кино, что не помешало ему иметь оглушительный успех в роли Рудольфа Нуриева. У меня учитель Рэй Файнс, понимаете, не сравнивайте другие учителя. Да? У меня сам ментор, учитель Рэй Файнс, который меня учил от и до, мы год готовились к фильму. Год. То есть поэтому я говорю, для того, чтобы выйти подготовиться, выйти хорошо выступить, нужно быть готовым. А тут вышло так, что буквально 2 недели или даже неделя, и уже она готова, она выходит выступать. А вот другим за родину обидно и за себя. Актерское мастерство не ремесло, ему учиться надо, говорят артисты, долго, чтобы с кровью и потом. А куда нам деваться бедным артистам, которые учились много лет, которые до сих пор учатся, которые относятся серьезно к своей работе, которые отдают душу. И тут мы даже у нас как-то неприлично говорить о зарплате, о деньгах, а тут что-то так высветились такие большие суммы, что даже многие актеры, именитые уже, они как-то начали высказываться по этому поводу. Это как-то идет... Вам обидно? Конечно, это идет как-то девальвация какая-то нашей профессии, что любой может выйти и сыграть, любой может выйти и спеть. Радует одно, пока МХАТ снимает однодневные сливки, в России и в Татарстане еще есть театры, которые не хотят иметь отношение к символам самой страшной беды современности – пустоте. Есть еще те, кто таким заниматься не то что не хотят, они от этого бегут, а если оно к ним лезет, защищаются. И правильно делают. Диляра Исупова, Роман Безменов, Андрей Ключников, 7 дней.